Правительство США продолжает осуждать запугивание христианских и мусульманских религиозных групп русской оккупационной властью в Крыму и привлекать международное внимание к этим нарушениям. В посольстве США в Украине сообщили, что США и впредь будут поддерживать религиозную свободу в Крыму и заставят оккупационных властей вернуть конфискованное имущество и освободить заключенных, осужденных по своим религиозным или политическим убеждениям. С 2015 года Россия незаконно призвала на службу в свои вооруженные силы тысячи мужчин в Крыму, а тех, кто отказывался это делать, привлекла к уголовной ответственности. Россия должна прекратить притеснение тех, кто сопротивляется ее оккупации, освободить всех незаконно заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым – это Украина. Вы помните, после встречи 4 лидеров в нормандском формате было решено об обмене всех на всех. Ну, почему-то обмена нет. Почему, как вы думаете? Там должно было произойти 3 этапа. Сначала обмен с так зваными ДНР и ЛНР, потом обмен, точнее, возвращение всех незаконно удерживаемых в Крыму, в том числе крымских татар и политических заключенных в Крыму, а потом тех, кого уже вывезли в Российскую Федерацию, успели вывести. Но очевидно, что Россия саботирует этот процесс, активно саботирует, потому что они пытаются нам навязать вот эту вот нарратив, историю, реальность, их реальность, в которой у нас якобы гражданская война, и мы должны вести переговоры с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. Поэтому, собственно, им выгодно было остановить процесс обмена на этапе обмена с ДНР и ЛНР. Хотя это, конечно же, абсолютно не то, о чем президент договаривался с Меркель и с Олландом, и в том числе с Путиным, с Макроном, простите. Но если это касается Донбасса, а относительно временно оккупированного Крыма, почему нет никаких движений? Потому что они по-прежнему, Российская Федерация делает, она саботирует этот процесс, потому что они говорят, что они никого незаконно не удерживают, у них же вот этот якобы суд выносит какие-то приговоры. Но до этого же мы видели обмен 7 сентября, когда мы обменяли 24 военнопленных и других политических заключенных из Крыма. И один из них был Эдем Бекиров, крымский татарин. Это правда, но я считаю, что Российская Федерация делает все возможное для того, чтобы вопрос Крыма не поднимался и как можно меньше приносился за стол переговоров и как можно меньше фигурировал вообще в каких-то политических процессах. Мое мнение, что им очень удобно просто, чтобы все забыли о Крыме, в том числе на политической арене, и все смирились с тем, что Крым — это часть Российской Федерации, каким хотелось бы, и так это и оставалось. Никто ни вот таких заявлений, как Майк Помпео, никто не делал.